1 мая и первый великий семейный футбольный фестиваль. Поспрачаться у спортивных баталиях приехали каля 100 семей из всей области. Впервые подобный праздник АБФФ провела в прошлом году в Минске. И мы увидели, насколько семьям, людям это понравилось, и мы решили развивать это направление семейно. Эмоции на поле не жартовные. Унести призовые баллы у командную скарбонку могут как батьки, так и дети. Побороться есть за что. По выниках сустрэч 10 лепших семей у вересні отправятся на великий футбольный фестиваль у Минск. Але, як отзначают спортсмены, кожный уже стал переможцей, отрымал множество становчих эмоций и позитивных уражений. Посмотрите, сколько людей вокруг. Да, разве это не прекрасно? Все дети, мамы, папы, все играют. Все улыбаются. Результаты отличные. Ребенок 2 игры выиграл, мама выиграла одну на ничью. Мама наша молодец, да. Бегать нравится, забивать голы в футболе. У Брестском парку культуры и отпочинку спортивный сезон открыли турниром по айштоку и теннису. 1 мая открываются у нас все спортивные площадки. Начинается в парке спортивный сезон. У нас теннисные корты, бадминтоновые площадки, школа роллерная и айшток. Айшток альбо баварский кёрлинг. Галоўная задача трапіць як мага бліжэй да цэнтра і паспрабаваць выбіць адтуль снарад суперніка. Незвычайны від спорта з багатай гісторыяй усё больш набірае папулярнасць сярод берасцейцаў. Так каманда брэсцкіх юніораў ужо не раз становілася прызёрам міжнародных і еўрапейскіх спаборніцтваў у групе «Б». Это больше как и физический вид спорта, так и интеллектуальный. Здесь есть свои стратегии, свои какие-то специальные приемы. У гэты дзень сустракалі ў парку удзельнікаў аматарскага турніру па тэнісе. Александр Клімук гэтым спортам займаецца ўжо 3 гады. Малады чалавек ужо выступаў на замежных турнірах, а ў прошлым годзе стаў лепшым у Брэсце. Стараюсь тренироваться в свободное время, то есть особых увлечений много, но на данном этапе теннис он все-таки на первом месте. Першы дзень апошняга вясновага месяца атрымаўся сапраўды спартыўным. Берасцейцы сведчаць, быць актыўным не толькі модна, але і карысна. Евгения Мороз, Василь Полховский, телерадиокомпания «Брест».